себе барки вот процесс играл киноз да был. Это праздник. Each of the Maggie Abedi киноз был бакалавр на участие такие за целью калыча publicал но праздник Литвана рабочий за многие бачана от себя была глава Хорошо, глава Сатазона, какие-то дружинники очень задах, объявляют на вас качество за мероприятия, за организационный порядок, я взял Капланскую милиционную спа, а за мажором абсолютно безответственный подход глав. Его дружинник, цо силуха, цо батляйтис. Его чеватеру кумекатле, Капланскую часть расчетом администрация. Это отношение не к нам, это отношение не к администрации, это отношение к вам. И вы уже климат до социального. И вы локанчица вакуаликон, а вы мероприятия граждане кулары главы, думаю, что вам нужно понадобиться на активную администрацию. Это все слово. Я бы сказал, я хочу мероприятия, что специально кино глава за параметрами жодоросот киногирачина жодоросот нухалгирачизе жодоросот токалгарезе газгивачина параметр киноучасе кино за параметр обычно глава и параметр вахата речёный глава и параметр или там секретарь администратора там уже параметр уже добиться мотивация регистрация государственной собственности права свидетельство о регистрации государственной собственности, зеленка, интеркайна. Живучий анализ грамоты, хиль гуглит, хиль хеджик, 100% вабичугон, уже газ баченик подключить к обязательной нужно бичулар гумов. Нужно колево кино уже месяца бицун, а он один асан не нужно. Он анализ нужно целый бичуный ужахаги, они вакарон лично часть себе, нужно зеленка, а он хозяйствует, нужно газ бичазель тлени. Абсолютно. Цин зеленка верзикола, хадура языкола лицевой шотал, и лицевой шотал граугурни 100% лицевой шотал граугурни, росовый газ бичазель. 100% лицевой шотал граугурни, 100% зеленка верзикола. А бичи чаза у граугурни. Нужно хамукини, нужно живину хат бичун. Глава задачи, которая просто граждан одного гражданина ветеринарного порядка социально-дополнительного нужно задачу розжигания порядка. Абсолютно херни мешает говорить. Что одно синеги, уже пораньше условия, пораньше люди замут. Чего проблема зеленка верзируется? В чем проблема? Да, пару часа здесь нужно самого там пару часов ветеринарный градки, наследников градки, на того зелок собственно зависит бассейн. А мы на улице нужно все. А он уже парану антиумузу цевер участвовал в ходотон, живет один хаков участвовал в тест живучасе. Один данный куларуха. Антилеш что содиш кому джару уже адамос кончил. Там это он где-то живучасе был николо участвовал. Живучасе зеленка бегает. Я хочу на порядок. Налоговый цикл кордонный нужно. А там налоговый порядок еще ведь уже маму строили его. Уже 5 месяцев прошло, уже почти половина года прошло. Чан-час бакара земельный налог, чан-час бакара имущественный налог. Чан-час бакара транспортный налог. Хицами бакара тени его параметры, а киназ его параметры уже халда версия. Здесь нужно в начале года, января года, чтобы каждый человек передавал землю в аренду. Чангова аренда, сельхозрат. Чанчес нужно рату арендать. Чанчес нужно халды. Ну, ширит вообще главы халды. Для чего? Да, хорошо, Баркалову кинозу, гуманитарный помощь, халды участвовал на советских мероприятиях, участвовал. Ну, а жамат это то, какое это? Для жителей. Жак Али Махачкалда, то есть республика программа участия, я уже 100, 200, 300, 500 тысяч адамазы. Радки закрыли там, арендать, просто радки умные. А мы что делаем? А хунзаханов чанчес шурюги.
А почему не получают? Потому что глава с Бохлиджом брат Хенинг, глава с Параму брат Гиндо Хаду закрывает. Адамас Куджу. Кинна за Параму жулю брат Хези. Хенинг Параму брат Адамас Куджу. Эбичму анефица сессия на глава за телевизионный вопрос. Жак Але секретарь за телевизионный вопрос. Але камера дураху патвиг вичезбугу. Живикс сел поселения да. А чудо дырачеру, они бакне уже суалдали. Они бихиза уже суал. Единственный батлец Ахмадову дица радкулов радкулитис барам. Клиритис это он говорит, да. Но Ахан дин уже над параметром. Дица лежит глава социализма, дин уже Адамас рад параметром. Дин параметр рад переломит его. Нужно радкулитис жамат. Не нужно кезамат или тухумат. Не нужно аскуру чазе. А жамат перетирата. Рад параметр рад хавзам джазкте. Жинжиндер личный амбицион гарон инсох гевлет хуяцк дувацк туитежу. Русбулышна джазкте рата. Параншна джазкте. Адамас куджу. Анзару гитаруван районолда. Хавзам. Оцвет суал. Зеленка верзикола. Жив-жив земельный участок, жив домовладения. Жив населенный пункт важен. Абе анализки чанчас луги зеленками, чанчас лугетина. Но же шивые проблема. Больница на халдун чал зеленками, школа на халдун чал зеленками, администрация на халдун зеленками, адамы субсидия шарюет на. Озлобит ларно. Эти зеленками антлешивые помощь зеленками. В чем проблема каждый населенный пункт? Проблема была халзы вот. Лицевые счета по газу. Живет часто халабет, хель газ бачмут, хель лицевые счета равнует, хель райз параметр. Лицевые счета райз, цоги, если хакумат президента спрямовал возможность, живет часто, но пороховый газ бачмут. Рухату граница начинает газ бачмут из интумого республика. Себе ховы получают брюшки, кто сполюбил, он жак бачун граница начинает газ полюбил, нехе районал, значит, что не заявка. Анску заявка был, нехе районал, адрес баджара. Все. Клиник параметр. Возом малоимущий граждан полюбил оборудование. Печь посекани, котел посекани, бачун схема полюбил, абун отопление газ полюбил, рукой бачун. Нет, хунза прямо клиник параметр. Районал клиник параметр, азе параму, нухал гяризе, азе параму топки бачни, азе параму гази бачни. Кюана холдого. Кюана глава су халки топки бачан, росли гази бачан, нухки хачана, в лучшем случае, оба кюана цели. Хуторожу, аза камуна растина. Элей глава сарскуля халды, ямадам талабскула глава. Цуги суал, богонехер, канализация. Канализационные стоки. Они в этом его участковый представитель Асатала 10 мая Нушкинов отдыха Волюмехов Нижругана Векесал, да, главой республики, со всеми министрами республики. Министр внутренних дел на 39 тысяч протоколов написаны на граждан по канализационным стокам. 39 тысяч протоколов составлены за канализационные стоки по республике. Районного Чанамра протокол? Более 1000 протоколов. Алихан, все эти протоколы должны быть проведены через суд и взысканы эти суммы. Все эти протоколы. Объясняю, почему. Нефтецы, они асагирувουν канализационные стоки речали характер. Жив-жив розовок речали. Кино учат речали характер стоков. Когда-то сказал, что не полюбил Адамаса. Адаму открывает роль. Кто виноват в этом? Кто это должен делать? Ну, Балазиат, он за канал дожали. Хизри, чан, живчик, метра алсам, урожали канализации. Когда казаром пробка вигон, пускай обратно идут все. Пускай обязательно Шамбо дожали сейчас было хень. Нехе район, канализационный район не жили. Канализация обрыва централизована. Когда будет канализация, тогда будет у всех канализация. Но пока канализации нету, сейчас кино уже Шамбо лежали. Решил талабского главаца. Решил талабского актал бун, здесь была комиссия актал на рассмотрение. Лебабского главаца. Жив-жив ростом, медресей собрал
отравление атомозов, там надо искать виноватого. Кто виноват? Жака химия, порошок, параличные канализация, а кто это ощущает это все? Хитцел выполнил хим. Не хитцел я было города, наверное, хим. Поэтому отравление у нас идет. Следующий вопрос по генеральным планам по сельпоселению. Январь Астанах обещали, что мы в марте должны были регистрировать генпланы без ЖКХ. Хаданун не помнит генпланов. На сегодняшний день эти генпланы не готовы. Бичи завалил кино главоза. Без зарегистрированного генерального плана больше ни одного объекта у вас не будет. Ни одного объекта. Ни дороги не будет, ни больницы не будет, ни ФАПов не будет. Ничего у вас не будет без зарегистрированного генерального плана. Без зарегистрированного генерального плана. Нужно почему тому, нужно живи собрание, родили на химерозовый план, нужно розовый. Нужно распределить, что они на генеральный план. Кто не получил деньги? Все получили деньги. Абсолютно все. А генеральные планы вы не хотите делать не потому, что вы их не хотите делать, потому что вы их не можете делать. Они раньше специалистов, которые уже с этими людьми делают это все. Нет, не будут делать. Не будут делать, потому что не хотят, не могут этого делать. Абсолютно безответственно. Параметры химии. Вот сейчас мы проводим канализацию. Мы как будем проводить канализацию? Ну, дайте мне территорию. Где канализацию мы будем проводить? Пожалуйста. Как мы будем канализацию проводить? Как мы будем водопроводы проводить? На каком основании? Нужно же вот сегодня генплан сельпоселения потом через 5 лет мы опять останемся полсела без воды и без канализации. Конечно, будем дальше. Так должно быть. А так будет. Так будет у каждого населенного пункта. В прошлом году Мухаммад Аллах межевой абум, а в 2021 году отказывать уходу изменения. Смотрите, объясняю снова. В 2021 году то, что были отправлены межевые планы, они тогда приостановили и отказали в исполнении. Зачем? То, что не проходят по нормативам, туда-сюда. Короче, это вопрос решили. Сейчас подожди. Вот они не прошли в 2021 году, в 2022 году они загрузили заново. На 2022 год это все перевели. Они сказали всю работу провести заново. Так, то, что всю работу это что? Выживание? Все именно. То, что в прошлом году делали, весь комплекс работ, чтобы сделали заново. Так. Это все не делается за один день, не за неделю это не делается. Это нужно... все, которое у вас было сделано, оно же у вас есть в электронном виде? Есть. Отправляем туда. Так. Регистратор не пропускает. Нет, понятно, но ее перевести на 22 год, в чем проблема? Там же механической, физической работы же не нужно делать никакой. Нужно. Что все нужно распоряжение, все нужно заново поменять. И распоряжение делать это 2 дня вроде срока. И распоряжение. Выгрузить новые межевые планы тоже. Новые КПТ, новые схемы, это все. Ну вот это то, что у нас осталось сделать, сколько времени? Ну мы делаем, мы же не можем все делать. Сделали Узарусу, Тагада, Хахикал. Нет, я как понял, из 13 объектов у нас осталось 3 объекта. Жизненно. Да. То, что вы и Паттайя остались. Остальные все сделаны? Да. Бокс направляет вам бумаги, чтобы вы дали разъяснения, выделяли земельные участки и так далее, и тому подобное на завершение проектирования наших объектов. Вообще удивительная система. Даже не знаю, как назвать эту ситуацию. У меня вопрос, для чего вы пришли к главам сельпоселения? Вот зачем вы туда пришли? Для чего? Уже республикалық тенің үшінші школаларды возможность помогу. Республикалық тенің үшінші химбақ изрестуму уже. Республикалық тенің үшінші канализация изрестуму уже. А вы чем занимаетесь? Вы для чего там сидите? Вы для чего сидите, вот эти 5 глав, к которым я обращаюсь, к которым мы это все делаем? Для чего вы там сидите? Не можете элементарный антскосотых ратлу выделить для очистных сооружений? Я могу положить нужно окуши участка. Элементарный зеленка, но же руку посадок давно сделали зеленку. Это же для ваших жителей делается. На каждого
главу соберите материал за эту канализацию, на каждую главу. Вот каждая глава 25 глав, чтобы 25 материалов было до конца мая. За эту канализацию. Не нужно этих бедолаг мучат, которым делать нечего. На каждую соберите материал. Сколько можно слушать? Людей отправим здесь, выйдем, сотни тысяч людей, миллионы рублей даю я вам. 100 миллионов рублей дал на проектирование. В марте должны были закончить проект. Уже май заканчивается. Уже май заканчивается, нету проекта еще. И вся причина в том, что вы не можете дать документы, элементарно 10 соток земли на установку очистных сооружений и водозаборов. Я что ли это должен делать? Или мы должны это делать здесь, администрация для вас? Основной вопрос, который по повестке сегодня у нас стоит. Призыв. Не могу понять, 50 человек из 2000 молодых ребят призывного возраста, 50 человек не могут собрать. Вы чем занимаетесь целый год, Чамил Садулаевич? Целых полгода вы чем занимаетесь? Вот это сейчас, чтобы мне на мою голову вот этот глава республики, там, военком республики, что меня спрашивал, из 2000 человек, неужели вы не можете подобрать 50 человек? Это что же подход такой? Это что вы хотите, чтобы мы завтра ходили здесь в юбках, что ли? Придут сюда французы, придут сюда немцы, придут украинцы сюда. А защищать нас кто будет? Это что за подход к работе? Это что за отношение к работе нашей? Я это не говорю только главам, я это говорю и военно-учетному столу. Целых полгода вы получили зарплату. Вы чем занимаетесь там? 6 месяцев вы собрали, не могли раздать 50 повесток. Начальник отдела призыва, вы чем занимаетесь? Вы чем занимаетесь в этом районе? Что за этой проблемой? 20 человек 2 месяца проходит призыва, не можете организовать. Это что за подход такой к работе? Вас кто будет защищать завтра? Нас кто будет защищать? Каждый человек звонит, передайте начальнику райотдела проверить всех, кому дали отсрочку от призыва. Всех до единого. Буквально дотошно, что вы проверили. Кому дается отсрочку от призыва? Всем, у кого бабки есть, все, у кого там родители богатые, все они ходят, бедолаги должны там в армию пойти. Всех отправляйте в армию. Всех 2000 человек отправьте. Это что за подход такой? Кто здесь не служил в армии? Слушайте, мы 2 года служили, 3 года служили в армии. Теперь что поменялось? Теперь что поменялось в жизни? А что, когда мы служили в войне, не было, что ли? Что в Чехословакии спокойно было, что в Германии спокойно было, что в Афганистане спокойно было, что в Таджикистане спокойно было. Это что за отношение к жизни такое? Маменькин сынков выращивают здесь. Вот это вина каждого человека, который получает заработную плату за это деяние. Это ваши работники. Эти работники, которые вы принимали на работу. Хоть 5000 рублей в месяц все получают. Что делают за это деньги они? Чем занимаются они? В прошлом году, последние дни там собрали 10 человек, позапрошлом году это сделали. Это что за отношение такое? 25 населенных пунктов, 25 всех поселений, 50 населенных пунктов, 50 человек в армию не могут отправить. 50 человек в армию не могут отправить полгода, 100 человек в год не могут в армию отправить. Вы о чем думаете, о чем вы говорите вообще? Неужели не стыдно вам? Вот эти молодые ребята, которые 400 человек служат в армии, неужели перед ним не стыдно? Перед их родителями неужели вам не стыдно? Они воюют, а вы на мирную жизнь не хотите отправить в армию детей. Слушай, хоть повоспитают ваших детей, хоть людьми станут они, почему вы этого не хотите? Поэтому и дружинников нет у нас в населенном пункте, поэтому и людей нет, которых на работу можно принимать. Поэтому вот это вся проблема у нас. Вот это вся проблема у нас. Когда людей в армию не брали, все там жаловались, деньги дают, в армию не берут, в армию не берут. Очень берут в армию. Очень берут. Почему не идете в армию? Сейчас деньги дают, чтобы не отправили в армию. Это совесть должна быть у людей. Когда в Афганистане люди воевали, с 79 по 89 год, никто же не отказывался от армии. Все ходили в армию.
По 2 года служили. Сышли в армию. А теперь что поменялось? А что в 44 году или 40-х годах лучше была ситуация? Кто нас защищал? Слушайте, те, кто нас защищал, они тоже были 18-летними пацанами молодыми. Они тоже были молодежь. А кто в Венгрии был? А кто в Чехословакии был? Они что ли стариками были? Давайте тогда детей оставим, мы пойдем в армию. Давай они их в армию отдали. А в чем проблема? Ведь не плохо. И слушайте, мы же должны защищать свою родину. Кто нашу родину будет защищать? Каждый человек видит и понимает эту ситуацию. Но когда каждого человека запрещают, слушайте, не нужно этого делать. Не нужно этого делать. Я тоже мог бы сына в армию не отправить. Я же его отправил. Он поехал чуть ли там до Хабарова или Владивостока он служил. Я же не ходил за ним. Я же его не остановил где-то там, где-нибудь, чтобы оставили его. Он пошел, отслужил и нормально вернулся домой. Хоть человеком стал. Хоть воспитание какое-то получил. Хоть утром просыпаться начал, хоть ночью спать ложиться начал. А ваши дети чем занимаются? До 2-3 часов ночи там на улице шастают, непонятно чем занимаются. И из населенного пункта 3 человека в армию отправлять нету. А что мы потом будем делать? А для чего мы дороги делаем? А для чего мы газ проводим? А для чего мы свет проводим? А для чего мы школы строим, садики строим? Для кого мы это делаем? Для кого мы это делаем? Давайте мы тогда возьмем чужую армию сюда. Будем прятаться по норам, за женщинами, за матерями и за женами. Я думаю, что это все, я то, что говорю, это частично касается глав сельской администрации. Это больше касается военкомата. Очень даже много касается военкомата, Шамиль Абдулаев. Очень даже, вообще не работает военно-учетный стол. Вообще абсолютно не работает, ноль работает. Если из 2000 человек, 50 человек повестку не могут вручить и заставить с этими людьми, если патриотическую воспитательную работу они не проводят, о чем можно говорить? Если отдел призыва хоть один раз в населенный пункт приходит и не проводит мероприятия, мы о чем можем говорить? Вы что думаете, этих главных сюда будем собирать, и они этих людей будут в армию отправлять, что ли? Не получится так. Надо работу проводить комплексно. В каждом населенном пункте надо проводить работу. В каждом населенном пункте. И проводить работу надо не в период призывной комиссии, а в межкомиссионный период. Для этого нам дается полгода. Слушайте, 50 человек в армию отправлять, если мы не можем целый район, о чем мы можем говорить? О чем мы можем говорить вообще? О каких школах, о каких садиках, о каких мероприятиях мы можем проводить? И для чего это все? Вы же видите, что Путин наказал тех людей, которые отправили там случайно срочников на Украину. Их нет там ни одного. Кто воюет на Украине срочников? Да слушайте, завтра вас кто будет защищать? Об этом почему вы не думаете? Хоть ружье, хоть автомат, что такое, ваши дети должны знать. Раньше в школе этому учили, сейчас же не учат нигде. Раньше нас не брали в армию, а сейчас же берут. Мы все вместе не хотим работать. Абсолютно. Единственное место, которое южная граница. У нас есть и сухопутная граница, и морская граница с другими государствами. И самое лакомное место, какое в России на Северном Кавказе? Это Дагестан. Война начнется здесь, в первую очередь. Поэтому у нас и пытались его делать в 94 году, в 99 году пытались это все делать. Не получилось. Сейчас они оттуда хотели это делать через Украину. И пришли бы они сюда. А тогда что делали бы? Ходили бы мы все в юбках. Очень хорошо было бы. Как французы или крашенными этими волосами ходили бы. Или стояли бы в ЗАГСах там с однополыми браками в очереди. Вот этого, что ли, мы хотим? Вот этого мы ждем, что ли? Это единственный глава государства, который встал против этого всего. Единственный глава государства в мире, который отказался от этого всего. Единственный человек, который принял правильное решение. А что, почему мы должны быть хуже, чем Америка? Почему мы должны быть хуже, чем другие государства европейские? Почему должны быть? Да потому что у нас дети вот такие, потому что у нас родители вот такие. Потому что элементарно долг, что такое, не знаю. Защищать свою родину, которую, для чего мы живем.
Мужчина же в первую очередь должен защищать свою родину. Так же он? Да, нет, не хотят. Не, пускай мой сын пускай не защищает, пускай там другой сын защищает эту родину. Пускай другой человек защищает. А зачем моему сыну ходить туда? Зачем ему пачкать руки? Зачем ему ходить в сапогах? Зачем ему спать в казармах? Для чего это нужно? Да пускай другой там соседский ходит туда. Пускай 400 ребят молодых, которые там служили, пускай они это делают. Вот до чего мы дошли. Или это не Дагестан. Не мы же такие гордые дагестанцы, мы же такие гордые аварцы. Как же так? Как так авары? А какие дезертиры аварцы? 2000 дезертиров получается у нас сейчас, которые не хотят в армию идти. На всех надо возбудить дела. На всех надо возбудить дела. На них, на родителей, на всю, на весь Тухум надо возбудить. Повесить там по телевизору, надо показать этих людей, которые не хотят в армию идти. Или надо объяснить, почему не хотят идти в армию. Наславлянцы думали, если спецоперацию начали на Украине, вакцины не нужны, ковид ушел. Да никуда он не ушел. Он до сих пор есть ковид. Я думаю, что и несколько лет он будет, может быть, благодаря каким-то действиям наших врачей, наших медиков, что-то мы сделали. Хотя я не думаю, что... Кто из глав всех поселений поздравил медсестру сегодня с праздником? Сегодня что за праздник? Не день медсестры, а Международный день медицинской сестры сегодня. Это день, праздник тех людей, которые спасали вас, и которые спасают вас каждый день. Их надо поздравлять, на них надо молиться, потому что они вот более-менее человеческую работу сделали в прошлом году, позапрошлом году. Они, несмотря на вот эти мужчины, да, вот я хочу сейчас каждому сказать, ни одного мужчины не было в больнице. Ни одного мужчины не было в больнице. В период ковида все женщины работали. Сутками, 3 суток они домой не шли. Они не знали, вернутся они домой или не вернутся. Но они шли туда, чтобы спасти нас. Чтобы нас спасать они шли. А вот эти мужики, так называемые, прячутся за этими женщинами. Совести нет. Даже говорить не хочется. Государство выделяет денежные средства для поддержки сельхозтоваропроизводителей. До 400, до 500 тысяч рублей может получить любой житель нашего района, горной местности, житель горных территорий. За последние 3 года по этой программе участвовал один замминин и еще 2 человека. Вот пример. Элементарно малогабаритную технику, сеялки, там, трактора малогабаритные, там, любую технику малогабаритную можно приобрести. Да? А огородные урцоники. Огородные все, что ходят, просто там огород, чтобы скопать, дают 5000 рублей. Слушайте, 25 тысяч рублей стоит техника, которую можно скопать это все. 25 тысяч, 50 тысяч рублей купил, 25 тысяч вернул, 25 тысяч рублей она стоит. За 5 лет вы окупаете, но зато она у вас будет во дворе стоять. Элементарный вопрос. Вот сколько раз мы главам это все объясняли? Десятки раз мы это все объясняли главам. Ни один человек не принимает в этом участие. Зато Мачхал Рагельгугу на этот за сотку земельного участка. Они воюют. Вот если завтра мы там собрание не проведем, я думаю, что через неделю, через 2 там война начнется. Точно так же и в каждом другом населенном пункте будет. Дивчина запугнила, подождите, Уркачева, что-то такого. Уркачева школа. Вы представьте себе, Уркачева Розанги, новую школу для них построили, где там футбольное поле, борцовский зал, там волейбольная площадка, школа оборудована, библиотека, культурный, это дом культуры, пищеблок, там, все это, земельный участок не дают. Женщина говорит, одна сказала, это моя прабабушка бывший участок. Ну тогда пускай она живет на этом прабабушке участке, пускай она по общественной территории не ездит тогда. Это что, мы эту школу для себя строим, что ли? Этот, я только их пример привел. Это везде такой пример. Таких примеров здесь много. Но зато Кунратовым Чуну кинул. Мужчины викали, эта земля уже давно роздана. Так, слушай, а где деньги? Арендная плата где от этих земель? Эта земля принадлежит муниципальному образованию сельское поселение. Вся сельскохозяйственная земля принадлежит вам. С вас будет спрос. Завтра мы прекратим бюджет вам, потому что у вас 10 тысяч гектаров земли.
раздать их в аренду и получать деньги. Вот сколько угодно деньги на благоустройство. Почему мы это все не хотим делать? Почему мы тем жителям, которые хотят получить деньги, мы не даем такой возможности? Не то, что не даем возможности, мы препятствуем этому.